тем более не нужно. Ну, никому надо было разобраться с Дудаевым. Да. Было политическое решение. Ведь кто-то сказал, что давайте, есть момент хороший. Ингуши без власти. Дудаев может выйти, пока тоже еще не окреп. То есть только борьба с Дудаевым, вы считаете, не больше? Для федерального центра была только проблема с Дудаевым. Что появляется? Посмотрите. Идут войска. Я выехал на круг Череменский, там уже вовсю, на всех, где жили ингуши, мелом было написано «Ингуши». Теперь действие войск. Почему войска, высадившись в Беслане, пошли через Владикавказ? Потому что первый населенный пункт примыкает к Владикавказу, где живут ингуши компактно. И они пошли сюда. Если бы вы хотели бы развести враждующие стороны, развели бы их вот по этой дороге. Танки поставьте и все. А потом уже внутри, пусть внутренние войска с милицией разбираются. Разоружайте, судите и так далее. Но пошли не по другому пути. Войска пошли на Владикавказ. И с Владикавказа стеной пошли вот через ингушские населенные пункты, пошли на Ингушетию. Был Совет Безопасности, посвященный вот этому вопросу. Ельцин сидел, Галазов был, я был, члены Совета Безопасности. Я спрашиваю, Борис Николаевич, а можно спросить у министра обороны Грачева, как вы так, говорю, партизанский батальон? Если 31-го конфликт только начался, они успели завести машины, взять оружие, совершить марш через туннель, по горной дороге, и так быстро успеть вот сюда. С какого бока они сюда приехали? У них-то задача была совсем другая. Вы вооружились что, специально против ингушей, что ли? Были помечены дома и все остальное. Что Грачев вам ответил при Ельцине? Глубокомысленно промолчал, покачал голову. А Ельцин? А что Ельцин сидел и слушал? Он-то прекрасно знал, что получилось. Ну, да. Дудаев, когда начался конфликт, сказал, что конфликт между ингушами и сильным, это внутрироссийская проблема. Я как бы другой статус имею, и никакого отношения к этому конфликту не имею. То есть по ингушам прошлись, а Дудаев занял позицию нейтрального. И Дудаев не вышел. И вот эта вся машина прошла до границы с Чечней и встала. Я когда увидел карту походного порядка, я говорю, Павел Сергеевич, а зачем для того, чтобы развести два народа, нужен град, самоходная артиллерия, ураганы? Он говорит, ну ты не понимаешь, ты что, кому сказки рассказываешь? Вот с этих пор я перестал с ним разговаривать. А Дудаев, он прекрасно понимал, что идут на него. Он тоже какие-то меры принял. Ну, было бы не в 94 году война, а в 92-м. Еще с худшими последствиями. Они с этой колонной хотели в Чечню зайти, их заманили бы и там уничтожили. Самый интересный другой момент. Когда десантники шли в этот, Псковская дивизия, сидит один офицер, который служил в Афганистане. Он меня видел, пошел ко мне поздоровался. И я смотрю, у него сидят в шапочках с белыми повязками. Я говорю, кто у тебя сидит там на БМД? Он говорит, наши проводники. Я говорю, какие проводники? Ну, проводники, они нам показывают, где ингушские дома. Я говорю, а ты что, с ингушами воюешь? Он говорит, да, нам сказали. А потом, когда я приехал в больницу в Корца, и там в больницу занесли раненых, там всех подряд, я был в форме генеральской, и один боевик подбегает ко мне, финстинский, говорит, вот, товарищ генерал, говорит, вы поправьте там десантника, вот танкисты лучше воюют, чем десантники. Я говорю, хорошо, поправим, сейчас все поправим, будем поправлять.